Казахские ханы 15-16 веков. В 1465 году Жанибек и Керей образовали Казахское ханство, тем самым утвердив независимость казахов от других среднеазиатских государств. По праву их можно считать отцами-основателями казахского ханства. Согласно законам степи, казахскими ханами могли стать только потомки старшего сына Чингисхана Джучи. После их смерти титул перешел к сыну Керей-хана, Бурундук-хану, который руководил страной до 1511 года. После Бурундука власть перешла к сыну Жанибека Касыму. Он остался в памяти народа как собиратель земель. Так как страна достигла наивысшего расцвета, численность населения превысила 1 миллион человек. Касым ханның қасқа жолы стал одним из первых сводов законов, регулирующих устои общественной жизни казахов. Сын Касыма, Хакназар хан, возродил ханство после междоусобиц и раздора, которое началось после смерти его отца. Он правил страной более 40 лет. Работу по усилению казахского ханства продолжил Таукель хан, а далее его брат Есим хан. За отвагу и смелость Есим хан получил прозвище «Отважный Есим Великан». Он ввел реформы по развитию социально-политической системы ханства. Для этого был закреплен новый свод законов Есим ханның Ескі жолы. Также он перенес ставку в город Туркестан, которая стала постоянной столицей казахского ханства. Благодаря решительности и смелости первых казахских ханов, а также их чувству ответственности перед народом, на мировой арене появилось новое независимое государство – Казахское ханство.